Совершение религиозных обрядов перед любыми спортивными состязаниями в школах хафизов обязательно. Поэтому перед началом турнира по дзюдо памяти Зелимхана Кадырова, которому в эти дни исполнился бы 41 год, верующие прочитали мовлид. Жизнь старшего брата главы республики оборвалась в 2004-м. Своего отца, погибшего в результате взрыва на стадионе «Динамо», Зелимхан пережил лишь на 3 недели. Турнир по дзюдо памяти Зелимхана Кадырова прошел в местном спорткомплексе. Поддержать участников из школ хафизов Чеченской Республики вместе с соратниками, как обычно, приехал глава региона. Первыми на татами вышли воспитанники школ хафизов Гудермеса и Эргуна, по 5 человек из каждой команды. Оказалось, что муталимы из Гудермеса подготовились лучше своих оппонентов. Во всех 5 поединках одержали уверенную победу. Право выхода в финал следующими оспорили муталимы из Синтароевской и Урусмартановской школ хафизов. Победа в этом противостоянии осталась на стороне хозяев татами, которые расправились с соперниками, как говорится, в сухую, 5-0. Воспитанники Грозненской школы хафизов тоже оказались хорошими дзюдоистами. В непростой борьбе с соперниками из Гудермеса, в копилке которых уже одна победа, они проявили характер и сумели проложить себе дорогу в финал, проиграв лишь 1 поединок из 5. В финале встретились учащиеся школ хафизов из Центороя и Грозного. Среди хозяев татами выступают и сыновья главы республики – Ахмад, Элла и Адам. Досрочно, как и старший брат, поединок завершил и средний сын главы республики – Элла. Оправдал надежды и Адам Кадыров, который с первых секунд встречи перехватил инициативу и переборол соперника. По итогам турнира памяти Зелимхана Кадырова победу одержали его односельчане. Второе место завоевали воспитанники Грозненской школы хафизов. Третье место между собой разделили муталимы из Аргуна и Гудермеса. Все призеры получили дипломы и кубки. В этот день юные муталимы показали главе региона не только свои спортивные навыки. Учащиеся школ хафизов продемонстрировали и религиозные познания. Ну а в конце турнира его участники пополнили свои альбомы еще одной фотографией с главой республики. Магомед Салтумрадов, Муслим Типаев, Луиза Инусова, Новости 7.